В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 27 ноября? Грузинская ярмарка. На выставке представлены самые разнообразные продукции. Клуб женщин-предпринимательниц представил свои товары и услуги. Семейные ценности. Расскажем секреты воспитания многодетной матери Зезак Селиевой. От эскиза до подиума. Очень люблю эту работу. Я люблю вот с каждой новой девочкой, когда они осваивают, когда они радуются, когда они видят свои успехи. Вот это мой успех. В школе «Золотая игла» девушки осваивают профессию портного. Средства по уходу, эксклюзивные ювелирные изделия, качественная одежда и все это продукция местного производства. Члены клуба женщин-предпринимательниц представили свой ассортимент на ярмарке. Цель – продвижение продукции, поиск партнеров и заключение сделок. Репортаж Рабят Гайтиевой. Аромат свежеиспеченного хлеба знаком семье Седы Магомадовой как запах домашнего уюта и заботы. Когда-то она сама, волнуясь о близких, перевела семью на полезный хлеб из цельнозерновой муки. А когда рецепт стал совершенный, вкус и польза так впечатлили окружающих, что хобби быстро перешло в успешное производство и начало своего собственного бизнеса. Так как у меня домашнее производство, у меня нет цеха, все я делаю одна сама, у меня домашнее производство. Если там найти побольше клиентов, мне кажется, я не справлюсь одна, потому что ферментация от 12 часов, все ручной работы, и все делаю я одна. История Седы – одна из многих прозвучавших в этот день. Клуб женщин-предпринимателей собрал в стенах Министерства национальной политики и внешних связей печать информации региона чеченских мастериц, которые представили свои работы под лозунгом «От сердца к успеху. Материнская забота и предпринимательский талант». Честно говоря, мы на протяжении вот этих лет последних мы как-то хаотично проводили эти мероприятия, но сейчас мы будем все это проводить ежегодно. Тут у нас девушки очень талантливые, успешные, профессионалы своего дела. Есть люди, которые постоянно проводят мастер-классы, тренинги для наших женщин, которые только-только начали свой бизнес. Вся первая часть мероприятия была посвящена тому, что девушки презентовали свои лучшие работы, а гости могли не только рассмотреть, но и сразу приобрести понравившиеся товары. На выставке представлены самые разнообразные продукции от предпринимательниц. Как пример, собственноручное производство текстиля от Амины Хамадовой. Амина, расскажите, пожалуйста, как долго вы этим занимаетесь и как вообще пришли к тому, чтобы создать свой собственный бренд? Я занимаюсь этим 4 года. Пришла к этому я через панические атаки, вылечилась благодаря любимому делу, через шитье, через натуральные ткани. Все это вкладывала свою любовь в эту продукцию. У меня очень много довольных клиентов за все эти годы, ни одного плохого отзыва. Натуральные продукты питания, изящные украшения, косметика и текстиль. На выставке представлялись не только самостоятельные участники, но и амбассадоры крупных брендов, готовые познакомить всех желающих с новой продукцией. Я сегодня здесь, на этом мероприятии, представляю интернет-магазин, южнокорейский интернет-магазин. А почему в таком ракурсе и как нам помогает это мероприятие для продвижения? Здесь мы можем рекомендовать, представить нашу линейку продукции и рекомендовать, потому что любой бизнес, он действует на рекомендациях. И вот такие масштабные мероприятия помогают нам, женщинам, предпринимателям, показать то, чем мы занимаемся, и молодым дать путевку тоже в такое светлое будущее, как и у нас. Но главным событием стала церемония награждения. Победительницам конкурса «Деловая леди» были вручены особые призы. Сертификаты на освещение бизнес-проекта в эфире ЧГТРК Грозный и благодарственные письма от ГТРК Войнах. Бесценная поддержка для развития их дела. Не остались без внимания и другие активистки. Они получили благодарственные письма и подарки от Союза женщин.
мы вручаем сертификат победительнице конкурса «Деловая леди среди женщин-предпринимателей Чеченской Республики» в номинации «Социальный бизнес» Вацаевой Мухаржи. Завершился праздник концертом. Стихи, песни и танцы для дорогих женщин и матерей. С каждым годом такие встречи становятся все больше, и без сомнения они вдохновляют женщин на новые успехи и достижения. Рабиат Гайтиева, Джабрал Хаджиев, Сайцель Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. Успех всегда достижим, если не бояться начинать, учиться новому и работать над собой. Под таким девизом в Чеченском педагогическом университете состоялась встреча студентов с предпринимательницами. Бизнес-леди поделились своим личным опытом, рассказали о реализации крупных проектов, обсудили актуальные подходы ведения дела. Диалог стал для студентов отличной возможностью получить практические советы по развитию собственных бизнес-инициатив. В сегодняшней встрече я рассказала свой путь, чтобы показать им, что можно начать свое дело с минимальными ресурсами. Полагаться на Аллаха, дальше делать причины, не сдаваться, как бы тяжело на этом пути ему не было. Главное – ставить цель и идти к своей цели, не сдаваясь. Говорят, настоящий мастер не тот, кто просто делает свою работу хорошо, а тот, кто учит других. И в мире, где массовое производство вытесняет уникальность, по-настоящему ценным становится ручной труд и мастерство. Школа шитья «Золотая игла» – настоящая кузница талантов. Ее уникальная методика обучения позволила найти свое призвание многим. Увидеть образ в голове, перевести его на бумагу и оживить в ткани. Вот с такого, на первый взгляд, эскиза все и начинается. Будущая юбка, платье или костюм. «Шей мне кофту» – обычная просьба, которая стала началом профессионального пути в мире моды и шитья Махуржат Вацаевой. И в домашних, и в вечерних, и в верхних одеждах везде могут присутствовать вот такие воротники. Называется шалевые, цельнокроенные воротники. Уже 15 лет существует ее собственный творческий дом «Золотая игла». Здесь прошли обучение более 10 тысяч женщин. В этот список входят и ученицы из 15 стран мира. Каждая находила в методе Махуржат собственное понимание моды. Кто-то классику, смелые идеи, а кто-то мягкую женственность в линии плеча или изгибе талии. Я была очень маленькая, когда меня папа посадил за машинку. Вот как раз-таки вот эта машинка Зингер ножная. Вот. И у меня получались очень ровные швы, очень хорошие швы. И я, когда еще была в школе, что-то шила. А потом, когда меня вернули домой с училища, мне уже на тот момент еще не было 16. И получилось так, что я вот на улице хвасталась с девочками, говорила, что я умею шить. И в этот момент мне девочка одна попросила шить для нее кофту. Вот среди всех девочек она мне сказала: «Ты мне сошьешь кофту?» Я говорю: «Сошью». Она побежала. Я же не думала, что она в тот момент побегит и принесет мне ткань. Она принесла лен, желтый лен, как сегодня помню. И такой сложный фасон. Там 8 воротник, там двухбортный, он там 2 ряда пуговиц, там еще тесемка черная должна была быть обработанная. И я же не могу обломаться. Я сказала, что я умею шить. Сказала, значит, я ее сошью. Первые шаги в профессии у мастерицы начались в Хасаюрте. Там среди гудящих машин и россыпи тканей Махуржат нашла свое призвание преподавать. Она объясняет так, будто рисует линии будущей одежды внутри головы ученицы. Девочки, которые имеют четкие цели на будущее дело, приходят к ней. Нурседа Хаджимурадова мечтает о собственном бренде, где созданная ею одежда будет отражением ее личности. Я училась еще в другом месте. Там материал был очень сложным для меня, а здесь намного легче, тут намного понятнее, и мне здесь нравится. Первую же неделю мы самостоятельно шили себе юбки. Моя первая юбка — это была юбка полуклёш. Я шила ее за один день.
Обучение проходит так же разнообразно, как и сама мода. От 3-месячных интенсивов до годичных курсов, где разбирают все – посадку изделия и даже психологию цвета. Онлайн-формат открывает путь тем, кто хочет обучиться дистанционно. По завершению курса выдается сертификат и официальный диплом. Очень много лет назад мы решили открыть ателье. А называлась у нас школа просто курсы кройки и шитья, ну, как обычно. И вот мы решили открыть ателье, а для ателье нужно было название. И вот мы с девочками решили найти самое такое крутое название. И девочки разные версии говорили. И одна девочка у нас выскочила и говорит: давайте, говорит, серебряная игла. Но мне почему-то стало смешно. Я говорю: а почему не золотая? И вот так вот мы решили, что это будет золотая игла. У меня 3 высших образования. Я много раз, конечно, думала, обычно бывает, что какой-то клиент или какой-то момент, когда тебя сильно расстраивает, я всегда думала, брошу это все. Но все-таки в глубине души я очень люблю эту работу. Я люблю с каждой новой девочкой, когда они осваивают, когда они радуются, когда они видят свои успехи, это мой успех. Поэтому, конечно, это удерживает. В этой студии обучаются ученицы. Каждая создает свой стиль из эскиза, ткани и точной работы рук. И свою почти главную роль в этом занимает одна деталь. Вот она, маленькая игла, почти невесомая, но именно с нее начинается каждый будущий образ. Стоит провести ею по ткани, и уже рождается линия, с которой все начинается. Особая гордость портнихи – это ее племянница, которая сейчас стала ее большой помощницей в ведении ее собственного дела. Она учила ее буквально с детства, каждой тонкости моды и создания образов. Ныне Раиса Юсупова преподает в филиале «Золотой иглы», который находится в Хасавюрте. Я начинала с ней вообще с детства, и все навыки, все это то, что мы создавали все вместе. Конечно, под большим ее руководством вначале начинала, потом уже, когда она переехала сюда, я осталась работать в Хасавюрте. Уже 25 лет как работаю. Для Махуржат мода всегда была больше, чем просто одежда. Это дело всей ее жизни, которому она посвятила 33 года. Сегодня ее почерк продолжается в ее ученицах. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Ахмед Хазриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги 4-й столичной командной олимпиады по функциональной грамотности. В этом году в состязании приняли участие 73 команды. Это 365 участников, ученики, педагоги и представители администрации образовательных организаций. Победителей награждал заместитель мэра, начальник департамента образования мэрии Грозного Азлимхан Ахматов. 5 лучшим командам вручили статуэтки, дипломы и денежные сертификаты от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова номиналом по 100 тысяч рублей. Награды также нашли своих героев в специальных номинациях: командный дух, самая креативная команда, лучшее представление команды и фаворит публики. Команда образования Чеченской Республики стала образцом для России. И не случайно сюда приезжают и подсматривают, и учатся у вас. Хотят сделать такую же крепкую образовательную семью, в которой и жить, и учиться, и развиваться – большое счастье и большое удовольствие. Беслан Ахмадов и Зезак Селиева – яркий пример крепких семейных ценностей. Они воспитывают 9 детей в духе ислама и чеченских традиций. Недавно они добились всероссийского признания, став победителями федерального конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Секретами гармоничного воспитания в большом доме узнавала Мадина Кураева. Мама. Сколько тепла таит это слово. Она хранительница семейного очага, создает уют в семье. Именно ее мудрые, местами строгие наставления становятся главным двигателем по жизни для многих людей. У Зезак 9 детей, 9 разных характеров и один общий ритм жизни, в котором главные ценности – любовь, спорт и поддержка. 3 девочки и 6 мальчиков. Старшей 17 лет, самому младшему всего 10 месяцев. Но несмотря на такой возрастной разброс, здесь каждый знает свое место в большой дружной семье.
Стрельба из лука – их семейная традиция. Спорт, который объединил всех. На соревнованиях дети узезок – постоянные победители. А мальчики помимо лука занимаются борьбой, велоспортом и тоже часто возвращаются домой с медалями и кубками. Спортивные победы не единственный повод для гордости. Дети отлично учатся. Учителя отмечают их усердие, уважительное отношение и прекрасное воспитание. У меня вот эти два мальчика оказались в моих классах. Они меня очень радуют своими достижениями, своей учебой, своей воспитанностью. Все у них хорошо. Хочу сказать спасибо большое вот этим родителям, которые воспитывают таких детей. Это счастье иметь таких детей. И большое им спасибо от нас, от учителей. В этом году семью пригласили в Москву, где им вручили диплом победителя всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Признание стало для них большой честью. выиграть всей семьей Именно такие семьи напоминают нам, что сила в единстве, в умении любить, поддерживать и идти вперед вместе. В День матери эта история звучит особенно тепло. История женщины, которая смогла подарить жизнь и атмосферу, в которой каждый из них растет сильным, талантливым и счастливым. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся образовательный форум «Инженерия любознания в эпоху машин». Он приурочен к году начальной школы в Чеченской Республике и Всемирному дню науки за мир и развитие. Главной целью стало создание площадки для диалога представителей различных сфер жизни. Участники совместно вырабатывали стратегии и находили решения, направленные на развитие мотивации и самостоятельного мышления ученика в условиях меняющейся технологической среды. В работе форума приняли участие министр образования и науки Хош Баудидаев и представители администрации главы правительства. Все они дали высокую оценку представленному передовому опыту в сфере образования. Такой формат, когда очень сильно здесь делается уклон на выявление талантов, способностей и, конечно же, такого умственно-творческого, психологического направления, в котором выявляется способность ребенка, его творческое развитие, так называемое использование метапредметного обучения. Это действительно современные условия. Четкая такая синергия, четкое такое сочетание работы и школьного образования, школьной программе, конечно же, с программой дополнительного образования. Улучшение координации, снижение стресса, насыщение крови кислородом. Плавание по праву считается одним из самых полезных видов физической активности. В бассейнах «Черная пантера» созданы все условия отдыха. Вместительные чаши, трамплины, раздельное плавание и возможность индивидуального сопровождения. О возможностях для здоровья. Репортаж Римды Джамалдиновой. Плеск воды. Тренер объясняет упражнения. Между дорожками легкий шум, дыхание, ритм и тренировки. За последние 2 года в Грозном сформировалась собственная сеть бассейнов, созданная местными предпринимателями. Всего их 4, расположены на базе школ в удобно доступных районах города. Начиналось все с небольшого женского объекта, который быстро оказался заполнен выше ожиданий. Мы работаем по авторской методике, помогаем детям и взрослым переработать страх воды, уверенно чувствовать себя в воде и научиться плавать с нуля. Наша система очистки воды по всем нормам Санпин. В бассейне установлено профессиональное оборудование. Система работает круглосуточно, вода проходит непрерывную фильтрацию и сохраняет стабильное качество. Это один из бассейнов Black Panther. Расписание здесь сильно структурировано. Есть раздельные дни как для женщин, так и для мужчин. Отдельные взрослые программы и группы. Рядом же находится зона для тех, кто пришел с детьми. Тренеры здесь мастера своего ремесла. Многие из них работают в профессиональных спортивных школах и продолжают обучать по тем же принципам. Индивидуальное внимание, корректировка техники и постепенное увеличение нагрузки. Мы работаем с разными, с детьми, с кризисами, задержками, ЗПР, с ДЦП, с разными детьми, и каждому бывает свой подход.
с тонусами, с лишним весом. Вот все эти программы у нас изучаются. У нас есть квалифицированные тренера, которые прошли обучение, и у нас очень хорошие результаты по этому. Магомед Имин Битимиров занимается плаванием уже 3-й год. В бассейне он словно оживает. Каждое движение дается легко, а вода уже давно стала привычной для него средой. Но парень оказался здесь не просто так, а с ясной целью. Я хочу в будущем идти на соревнования, на Олимпийские игры, выиграть первое место. По воскресеньям бассейн можно арендовать целой семьей. Этот формат здесь стал особенно востребован для тех, кто предпочитает заниматься в кругу близких. Плавание – один из самых полезных видов активности для всех. Оно укрепляет дыхание, развивает мышцы, улучшает осанку и учит не бояться воды. А главное, дает тот самый запас силы и выносливости, который формируется только в раннем возрасте. Сеть продолжает расти. Также недавно у них открылся женский фитнес. Предприниматели уже готовят новые направления, потому что спрос на плавание не падает, особенно среди детей. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Лучшие борцы боролись за золото на первенстве Чеченской Республики по спортивной борьбе. На коврах спорткомплекса имени Буайса Расайтиева состязания объединили атлетов разных возрастных категорий. За медали высшего достоинства боролись около 500 спортсменов. О радости триумфа и уроках поражений репортаж Турпала Лита Исумова. Переводы, броски и заветные баллы. Первенство республики по вольной борьбе выявило лучших в 12 весовых категориях. За 3 дня соревнований участие в них приняли свыше 500 человек. Красивые схватки сопровождались криками поддержки со стороны тренеров и болельщиков. У нас проходило 3 дня соревнований. На каждый день у нас было где-то 170-150 участников. В финале, выход в финале у нас были упорные схватки, так как ребята настраивались. Эти соревнования являются отборочными. Кроме путевки на первенство СКФО, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, соответственно, получили разряды. Первые разряды, 2-е и 3-е, соответственно. В каждом весе по 4 участника. Данный турнир был прекрасной возможностью, чтобы юноши проверили свои силы, а заодно поборолись за путевки на турнир Северокавказского федерального округа. Победители и призеры первенства получили подарки в виде медалей и грамот, как признание их спортивных качеств. В первенстве участвовали юноши до 16 лет. Для многих из них это начало профессиональной карьеры. Вера в себя и обильные тренировки помогут им достичь самых больших высот в этом виде спорта. А условия для этого уже имеются, причем самые лучшие. Турпал Лита Исумов, Ислам Нацуров и Сайцели Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнахта в социальных платформах.